Друзья, у нас на связи по скайпу исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей. С господином Маковеем я предлагаю поговорить о последнем решении Народного собрания, или одном из последних решений Народного собрания. Был принят новый регламент аккредитации СМИ, который на самом деле очень сильно ограничивает работу СМИ и очень сильно ограничивает свободу слова в Гагаузии. И это не первый случай, к сожалению. И вот что с этим делать, я предлагаю поговорить с нашим сегодняшним гостем, господин Маковей. Здравствуйте, слушатели в студии. Здравствуйте. Господин Маковей, ну, в целом, как вы оцениваете это решение? Мы с вами неоднократно, по-моему, говорили по этому поводу. Вот было до этого действовало решение 2012 года, вот теперь действует какое-то новое решение. И вот мы считали, что решение 2012 года, регламент от 2012 года хуже быть не может, но оказалось, что может. Вот в целом, как вы охарактеризуете эту ситуацию, которую мы наблюдаем в Гагаузии? Ну, мы в Ассоциации независимой прессы очень сильно обеспокоены этим решением, и приходится констатировать, к сожалению, что ситуация со свободой СМИ в Гагаузской автономии, вернее, с гарантиями свободы СМИ и свободы деятельности средств массовой информации, как очень важный инструмент демократии, который помогает информировать людей с разных точек зрения, к сожалению, в Гагаузской автономии ситуация ухудшается. Мы и раньше утверждали, основываясь на конкретных фактах, на конкретных атаках против журналистов и на нежелании властей автономии принимать меры к тому, чтобы создать необходимый климат работы средств массовой информации для того, чтобы они свободно могли документировать и информировать свою аудиторию. К сожалению, и до сих пор были некоторые проблемы, но последние решения и последние атаки, с которыми сталкивались вы лично, Михаил, и другие коллеги из независимых средств массовой информации Гагаузии, говорит о том, что, к сожалению, мы имеем ухудшение ситуации и нежелание властей Гагаузии принимать к этому какие-либо меры. Вместо того, чтобы помогать СМИ Гагаузии и быть более транспарентными в принятии решений, Народное собрание принимает это положение, которое, насколько я понимаю, даже не было обсуждено непосредственно с редакциями, с журналистами, то есть с людьми, на которых это положение будет иметь конкретное влияние на их работу. То есть не обсуждая с журналистами этот вопрос, который их непосредственно касается, было принято это положение. Насколько я понимаю, не были приняты во внимание ни те рекомендации, которые были даны представителям народного адвоката в Гагаузии, и это является еще одним признаком того, что это положение, оно не соответствует демократически общепринятым нормам в демократическом государстве. Уже не говоря о том, что из себя представляет это положение, какие там нормы прописаны. И, извините, я прочитал это положение от начала до конца. Мне кажется, что им просто нужно было написать, переименовать это положение, чтобы оно было положение, как не позволять независимым средствам массовой информации принимать участие в заседаниях Народного собрания Гагаузии. В данном случае, я думаю, что они бы не согрешили против истины, если бы они написали, как запрещать редакции НОКТА МД принимать участие в заседании Народного собрания. Потому что ваша редакция очень часто является мишенью атак и со стороны политиков, местных политиков в Гагаузской автономии. Касаясь конкретно статей этого положения, они вызывают глубокое возмущение, и сегодня неправительственные организации в области СМИ опубликуют декларацию, в которых они выскажут свою озабоченность и требования к Народному собранию Гагаузии, чтобы оно отменило это свое положение или доработало бы ее в самом лучшем случае. Но мне кажется, что они должны просто его отменить и начать новый, если они обязательно хотят принять положение об аккредитации. Хотя лично я не вижу никакой необходимости, острой необходимости в том, чтобы процесс аккредитации журналистов, их не так много в Гагаузской автономии.
не наблюдалось. Я не помню. Я очень часто смотрю заседания Народного собрания Гагаузии из профессионального интереса, потому что там очень часто звучат некоторые фейк-ньюсы относительно того, что происходит в нашей стране и в нашем регионе. Но я не наблюдал ни одного случая, когда было столько журналистов на этом заседании, что практически зал не вместил бы всех желающих. Вот здесь, да, кстати, пару слов, если можно. Зачем вообще нужны такие регламенты и какова их по большому счету цель? Да? То есть нужны ли они в таких случаях, когда вы, как вы говорите, вот есть там один-два журналиста? Именно поэтому я повторюсь, я не вижу острой необходимости в том вообще, чтобы был процесс аккредитации журналистов на заседаниях Народного собрания. Повторюсь, есть у нас и закон прозрачности принятия решений, согласно которому вообще любой человек может присутствовать на заседании Народного собрания, но мы с вами были свидетелями и раньше таких выпадок со стороны Народного собрания к неугодным СМИ, когда они там запрашивали, я не знаю, там аккредитацию или регистрацию онлайн-порталов, несуществующие в нашей стране, или вообще под выдуманным предлогом просила журналистов выйти из зала заседания. Но, опять же, я не вижу необходимости. Но если народные депутаты аргументированно, они должны объяснить обществу, почему вообще этот процесс аккредитации нужен, если даже они посчитают, что это нужно. И аргументы будут очень сильными, и общество с этим согласится. Опять же, есть демократические нормы во всем мире, касающиеся аккредитации. Те статьи, те нормы, которые есть в этом положении, они никак не отвечают этим стандартам. То есть там в любой момент, во-первых, процесс получения этой аккредитации очень сложный. Редакциям нужно, и не факт, что ваше заявление об аккредитации утвердят, потому что там очень много таких заковырок, за которые они могут, учитывая которые или основываясь на которых они могут отказать вам в регистрации. Ну, например, может не понравиться внешний вид нашего журналиста. Вот там буквально сейчас была цитата из этого положения, да, где говорится о том, что должен быть надлежащий вид. Что такое надлежащий вид, не совсем понятно. Да. Учитывая, что говорят некоторые депутаты Народного собрания Гагаузии, это, скорее всего, должно быть, я не знаю, особенно если речь идет о женщинах-журналистках, наверное, это должно быть закрытое платье до пола, и что касается мужчин-журналистов и так далее. То есть это вообще выдуманные все. Я понимаю, что вместо того, чтобы заниматься нормальным законотворчеством гагаузской автономии, они выдумывают разные положения для того, чтобы неугодных в данном случае журналистов заблокировать их доступ. Давайте немножко так, чтобы, не знаю, там, разрядить обстановку. Там есть одно положение, мне очень нравится, это по поводу этих эротических изданий, которые занимаются производством эротического контента. Вот, в частности, отдел по коммуникации и информационному обеспечению вправе отказать в аккредитации редакциям средствам массовой информации, которые по роду своей деятельности являются сугубо специализированными изданиями, рекламными, справочными, эротическими. Вот, да, я думаю, что там в этом отделе сидят только специалисты в области эротики и порнографии, и они, наверное, будут под свои какие-то стандарты определять. Какое-то издание является... Там, по-моему, все Народное собрание специалистов в области эротики и порнографии. Да, я думаю, там вообще-то можно говорить, извините меня, о каком-то политической порнографии, потому что, и опять же, это вообще ни в коем случае не красит народных депутатов Гагаузии, вместо того, чтобы принимать какие-то законы, местные законы, которые помогли бы в решении каких-то экономических и социальных проблем, они выдумывают проблему, а потом пытаются решать ими же выдуманную проблему. Хорошо, господин Маковей, если, скажем так, насколько вообще эта ситуация уникальная для нашей страны? Есть ли аналогичные попытки в других районах на местном уровне таким же образом ограничить свободу СМИ? Или это уникальность? Это будет камрадское ноу-хау однозначно, но были некоторые случаи, когда на определенных заседаниях
районных советов, были попытки районных советников запретить средствам массовой информации снимать или делать какие-то аудиорегистрации. Но все эти случаи в конечном итоге были обжалованы в судебном порядке, и я это советую. Я абсолютно уверен, что госканцелярия должна отреагировать на сегодняшнее заявление МПО в области СМИ и потребовать отмены этого положения как не соответствующее стандартам в демократическом обществе. Повторюсь, вообще все это положение, оно вызвало бы смех, если бы не было так грустно от понимания того, что это специальный документ, который был утвержден для того, чтобы ограничить информацию граждан Гагаузии о том, как тратятся их деньги. А независимые средства массовой информации очень часто показывали, как в Народном собрании они свои склоки там решают, вместо того, чтобы решать насущные проблемы, как они, в принципе, за их деньги происходит все это действие в Народном собрании. Они хотят, чтобы об Народном собрании говорили только хорошо или вообще не говорили. Но, извините меня, так говорят только о мертвых людях. То есть о мертвецах или хорошо, или ничего. Мне кажется, что Народное собрание Гагаузии должно понимать, что оно еще живо, и о нем нужно говорить. Люди вправе понимать и видеть, как тратятся их деньги. Я думаю, депутаты Народного собрания Гагаузии порядком подзабыли о том, что существование как такового органа Народное собрание идет за публичные деньги. А публичные деньги – это значит транспарентность их затрат. Ну, говоря о тенденциях, мы видим, что Республика Молдова, в принципе, движется в сторону Европейского Союза и в плане законодательства, и пытается привести законодательство и ситуацию, нормативную базу в соответствии и практики, в том числе в соответствии со стандартами Европейского Союза. А вот в Гагаузии мы наблюдаем некий такой движение в другую сторону, в сторону России, да, то есть ограничение России, Беларуси, ограничение свободы СМИ. Ну, то есть, слава богу, они как бы не могут нас лишить гражданства или вытеснить вообще из страны. Но если бы у них была такая возможность, я думаю, они и на это бы пошли. И надо им давать идеи, Михаил. Да, я согласен, да. Вот что должно произойти для того, чтобы таких решений на местном уровне не было принято? Потому что принято считать, что Гагаузия как бы такой особый случай, хотя это тоже часть Республики Молдова, и законодательство Республики Молдова распространяется в том числе и на Гагаузию. Однозначно, законодательство обязательно к исполнению на территории Гагаузской автономии, как на территории всей страны, а нормы, которые... Это национальное законодательство, уточним, да? Национальное законодательство, а те местные нормативные акты, которые не соответствуют законодательству, должны быть отменены в судебном порядке. То, что происходит в Гагаузии, действительно вызывает очень много обеспокоенности. Я не удивлюсь, опять же, не хочется, как мы раньше с тобой шутили, не хочется давать им идеи, но я не удивлюсь, если завтра, послезавтра народные депутаты Народного собрания не примут местный закон об иностранных агентах, как закон, который есть и в России, и в Беларуси, и, по-моему, в Приднестровском непризнанном регионе тоже. Тоже есть такой закон, да. Я уверен в том, что любой такой закон местный или подзаконный какой-то акт должен быть опротестован. И я, пользуясь случаем, еще раз мы требуем от имени медийных МПО нашей страны, требуем, чтобы госканцелярия в это вмешалась, потому что однозначно это положение не соответствует национальному законодательству, и это очень легко доказать. И конечно же, опять повторюсь, все положение является противозаконным, но в особенности тот порядок, по которому они могут отозвать эту лицензию, вообще это из ряда вон выходящие такие положения, однозначно, если по тексту этого положения они могут отозвать аккредитацию у того СМИ, который освещает работу Народного собрания не так, как они хотят. Это между строк можно прочесть. Это является, в принципе, актом цензуры. А цензура предусмотрена в Уголовном кодексе Республики Молдова. И такого рода попытки ограничивать свободу прессы подзаконными какими-то актами, которые находятся на лимите уголовного законодательства, нужно пресекать.
Ну, буквально там еще одно положение, это связанное с тем, что депутатов нужно якобы уважать. Они говорят о том, что журналист должен демонстрировать уважение к достоинству депутата. И да, кстати, хочу выразить благодарность национальным СМИ в области средств массовой информации, которые высказались в поддержку или против этого решения, в частности, в поддержку независимых СМИ. Но что можно было бы делать, ну, скажем, дальше, допустим, для того, чтобы такие акты не протестовать? Потому что редакция сама должна защищать, с одной стороны, право редакции должна защищать сама редакция. Что бы вы посоветовали гагаузским редакциям в этом случае? Ну, тех, кого это, безусловно, беспокоит. Потому что есть редакции, которых это не беспокоит. Мне бы очень хотелось, чтобы все гагаузские редакции, которые будут на них вот именно вот это антизаконное положение Народного собрания Гагаузии будет распространяться, да? Да, распространяться в первую очередь. Чтобы было очень сплоченно, выступили все, вне зависимости от редакционной политики. Я понимаю, что в гагаузской автономии, так как и на национальном уровне, есть интересы, есть политики, которые являются собственниками средств массовой информации. В данном случае все журналисты, которые считают себя журналистами, а не какими-то пропагандистами или, я не знаю, другими агитаторами, важно, чтобы все редакции Гагаузии сплотились и были солидарны в общем своем требовании отмены этого положения. Мы со своей стороны на национальном уровне будем тоже этого требовать. И очень сильно надеемся, что на этот раз, потому что у нас были и ранее декларации в поддержку независимости, свободы слова в Гагаузии, и они не всегда находили понимание со стороны власть придержащих, но очень сильно надеемся, что в данном случае мы сможем добиться того, чтобы это, повторюсь, антидемократическое противозаконное положение было отменено. Что касается уважения, которое требует к себе депутаты Народного собрания, извините меня, уважение – это из той же категории, что и репутация. Это то, что о тебе думают другие люди. Это не то, что тебе все обязаны тебя уважать. Тебя должны уважать за твои действия. И репутация – это является суммой твоих действий и того, как эти действия отражаются на других. Для того, чтобы депутатов Народного собрания уважали не только журналисты, но и все гагаузское общество, нужно, чтобы эти депутаты понимали, что они там сидят на этих заседаниях для того, чтобы вырабатывать законы, которые помогали бы развитию гагаузского общества, а не являлись собой как бы препоны к развитию, демократическому развитию Гагаузии. И, наверное, последний вопрос. Господин Маковей, не усматриваете ли вы в этом, ну, знаю, мы очень часто читали последние расследования о связях гагаузских политиков, там, не знаю, с российскими спецслужбами и так далее. Не является ли вот этой попыткой показать, что Гагаузия как бы движется против трендов, которые существуют в Республике Молдова, или некие, понятное дело, не только способность, не только желание ограничить деятельность СМИ, но и в целом показать, как бы, что Гагаузия идет по определенному тренду? Ну, мне кажется, что это, скорее всего, является как бы еще одной попыткой доказать, что Гагаузия является дестабилизирующим фактором в Республике Молдова, к сожалению. И я не понимаю, почему местные политики настаивают на том, что они должны в обязательном порядке принимать обратные молдавским законодательством местные законы. Это касается очень многих областей, я уже не буду их перечитывать тут. Но однозначно это является как бы побочным результатом того, что местные политики ориентированы не на демократическое европейское общество, а на российское общество и на российскую нынешнюю политическую элиту, которая любыми способами приглушают и продолжают глушить независимые голоса и независимые средства массовой информации в России. Это однозначно не пример для подражания Гагаузии. Господин Маковей, спасибо большое, что пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Ждем вас еще. С удовольствием.